зовут Сипцева София, и я представляю свою тему «Аптечка под ногами. Лекарственные растения во дворе города Якутска». Руководитель Сипцева Екатерина Николаевна, учитель консультант Елена Ивановна, кандидат биологических наук. Актуальность определения. Лекарственные растения во дворе по сей день являются важным компонентом не только народной медицины, но и области фармацевтики. Новизна заключается в использовании лекарственных растений в городе Якутска в домашних условиях. Объектом исследования является лекарственные растения, примеры лекарственных растений во дворе индивидуального жилого строительства города Якутска. Целью данной работы является исследование лекарственных растений в вашем дворе. Гипотеза исследования заключается в нахождении и применении лекарственных растений в существе в городе Якутска. Для достижения цели необходимо решить следующие задачи. Первый – изучить лекарственные растения, растущие в дворе, и определить их целебные свойства. Второй – геоботанические описания местности. Третий – оформить гербарий исходных растений. Четвертый – анкетирование названий лекарственных растений, делать анализ. Методами научного исследования являются аналогичное описание, опрос и анализ. Поставляет цели задачи определить структуру настоящего года. Данный проект раскрывает методы, полезные свойства лекарственных растений, производства во дворе города Якутска, и в частности проведенные исследования в рамках своего проекта «Научное лето 2020», онлайн-период с 10 июня по 15 сентября. Стадия проекта первый с 10 по 20 июня, подготовительный этап, 2 июня-август, изготовление материалов, 3 с 1 по 15 обработка результатов исследований. Геоботаническое описание положения Якутия, место обитания, участок нормального вложения, местами с повышенным вложением в отдельных периодах года, тип местности, поверхность ровная, до 100 метров от озера Сибиря, уважение источника осадки, почта стильности. Полевые работы с социальной спецификацией растений, сделано описание места обитания, социальными гербарий найденных растений, проведено ориентировано по лекарственным растениям среди жителей города Якутска. Камеральные работы составлен список флор лекарственных растений, флористический анализ, экономический анализ, анализ жизненных форм, анализ критерий анкетирования. В данном участке исследовано 19 видов лекарственных растений. Самый большой семейство разноцветных количество 5 видов, астрал 3 вида, апловой 2, подорожный 2, маки 2 вида. Остальные виды растений предоставят в единственном виде. По проведенному анализу жизненных форм растений 19 лекарственных растений выявлено 13 видов волнистых растений, кустарники 4 вида, деревья 2 вида. К примеру, можно привести малину обыкновенную, которая растет у нас в 2003 год. Указан в таблице малину также используется как предохранительная, жаропонижающая средство. Из малины сделать сироп, настойка, отвар лечебный. Они помогают при кислой виде, сил и также появляние органов дыхания и пищеварения. Второй раздел посвящен опросу изящества роста и представлению лекарственных растений. Вопрос анкеты были составлены 9 вопросов. Так, из 106 респондентов 70 человек женского пола, 36 мужского пола. Самый младший возраст 12 лет, старший возраст 80, средний возраст 40. По социальному положению большинство были школьники. Начальный средний класс 23, старший класс 23, студенты 24, трудящиеся 17, пенсионеры 16. По итогам анкетам выявлено, что взрослые лучше знают о лекарственных растениях, предоставленных в нашем городе. На вопрос о смысле приготовления лекарственных сырья, подавляющее 100 ответили отрицательно. Также многие люди принимают растительные препараты по назначению врача, только по дополнению к химическим препаратам. В ходе исследования мы пришли к выводу, что школьники необходимо перевести о пользе и вреде лекарственных растений. Выводы. Первый, нам изучено 19 лекарственных растений, растущих в дворе и определили целебные свойства. Второе, составлено геоботаническое описание достаточно оформлен гербарий лекарственных растений, анализ на основу опроса на знания лекарственных растений. По итогам исследования выявлено, что практически все растения, производственные в нашем дворе, имеют лечебные свойства. Лечебные растения хорошо изучены в народной медицине, нужно научить социальные изображения паров, на основе трав, знать